День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Большое событие для развития Арктики, Северного морского пути и всего флота. Самый современный, оснащенный и сверхмощный атомный ледокол «Чукотка» спущен на воду. В рамках антифашистского форума в Якутске обсудили актуальные вопросы специальной военной операции. Узнаем, какие темы поднимали эксперты. Алекминск первым в Якутии внедрит туристический налог. Наши корреспонденты узнали, кто и, самое главное, за что будет оплачивать новый вид платежа. В Москве состоялся форум «Деловой России». Его участниками стали представители бизнеса, науки и государственной власти. Экстремальный заплыв. В Якутске состоялись зимние соревнования по плаванию в проруби. За ними следили и наши корреспонденты. Российская экономика смогла противостоять санкциям и давлению Запада благодаря проактивной политике властей с 2014 года, заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Он отметил, что много институтов внутри российской экономики было создано, которые позволили на них опереться на новой волне экономического роста. Орешкин отметил, что проактивные действия позволили не только минимизировать негативные последствия, но и получить значительные позитивные выгоды. Лидеры стран СНГ соберутся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что государства СНГ являются ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками страны. Он напомнил, что в 2025 году страны совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин на церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» подчеркнул, что в России самый большой ледокольный флот в мире, и выразил надежду, что в декабре будет поднят флаг на атомоходе «Якутия». Об этом и других интересных и важных федеральных событиях в дайджесте Айсены Бурнашовой. Важный этап в истории отечественного ледокольного флота. На Балтийском заводе на воду спущен новый атомный ледокол «Чукотка». Это пятое судно проекта 22220. Ледокол самый мощный и большой в мире. Он весит 17 тысяч тонн, способен преодолевать льды толщиной до 3 метров. Длина судна как 2 футбольных поля, 174 метра. А с его высотой после завершения всех работ сравнится 20-этажный дом, почти 60 метров. Судно оборудовано 2 реакторными установками «Ритм-200» по 175 мегаватт в каждой. Этой мощности, например, хватит, чтобы обеспечить теплом и светом 100-тысячный город. Команду на спуск из Москвы по видеосвязи дал Владимир Путин. 4-й серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка», заводской номер 05712, проекта 420 к спуску готов. Прошу разрешения на спуск. Спуск разрешаю. Капитану завода осмотреть акваторию. Начальнику стапельного цеха осмотреть спусковое устройство. Задержник резать. Президент отметил, «Чукотка» обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и ускорит социально-экономическое развитие всей Арктики. Впереди у судна достройка и ходовые испытания. Окончание работ запланировано на 2026 год. Кроме «Чукотки» на заводе строят еще 2 ледокола проекта 22220 – Якутию и Ленинград. А в следующем году должен быть заложен ледокол «Сталинград» этой же серии. Создание таких мощных, современных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так, на базе собственных технологий и прорывных научных решений, должна развиваться вся отечественная экономика. Вновь подчеркну, от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. Рекорды бьют и российские аграрии. В стране подводят итоги сбора урожая сельскохозяйственных культур.
По предварительным данным, собрано более 128 миллионов тонн зерновых, тогда как внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 миллионов тонн. Таким образом, Россия полностью обеспечила продовольственную безопасность по этому направлению. Хороший прирост отмечают и по масличным культурам, сое, подсолнечнику, рапсу, причем несмотря на погодные условия, с которыми столкнулись российские аграрии. Весной были заморозки и паводки, летом засуха. В настоящее время осенние полевые работы в стране находятся в финальной стадии. Сбор урожая идет в штатном режиме. По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. Максимальное значение у нас было в 2020 году, это 1,1 миллион тонн. В этом году мы уже собрали больше. Ожидаем, что это будет порядка 1,2. Масличных будет собрано порядка 28 миллионов тонн, из которых соя и рапс приблизится к рекордным значениям 7 и 4,6 миллиона тонн соответственно. Сахарной свеклы около 44 миллионов тонн, что позволит произвести нам 6,3-6,4 миллиона тонн сахара. И такой объем также полностью закрывает наши внутренние потребности. Заменители грудного молока и молочные продукты для детей до года должны быть бесплатными. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас этот вопрос находится в ведении регионов. В некоторых действуют бесплатные молочные кухни, где-то предусмотрена денежная компенсация. Но в ряде российских субъектов нет ни того, ни другого. Председатель Совета Федерации предложила унифицировать подход. Первым шагом мог бы стать пилотный проект, который мы предлагаем запустить в рамках нового национального проекта «Семья». Ну, скажем, в 3 регионах, они могут быть другими, но, может быть, в Новгородской области, в Республике Крым, в Хабаровском крае. Проект абсолютно реалистичный. Такая практика не первый год успешно реализуется в Челябинской области, где дети в возрасте до 1 года получают полноценное питание, включая заменители грудного молока. В Москве отметили 83-ю годовщину военного парада на Красной площади. 7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества, стойкости и величия нашего народа. Легендарный парад в прифронтовой Москве поднял боевой дух, вдохновил на разгром врага у стен столицы и укрепил веру в победу над фашистской Германией. Память об историческом параде, о битве за Москву не померкла. В честь 83-й годовщины на Красной площади заработал музей под открытым небом. С 10 утра до 10 вечера каждый день до 10 ноября можно увидеть ретро-технику, самолеты, танки и оружие. А еще артисты будут разыгрывать сцены из жизни Москвы 1940-х годов. Это был дайджест федеральных новостей. Такой была эта неделя. В Минцифры работают над внедрением услуг по получению налоговых вычетов на портале госуслуг. Планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью уже в следующем году. На данный момент на портале завершают разработку услуги по получению социальных вычетов, образование, здоровье и спорт и за недвижимость, в том числе вычет за ипотеку. Плательщиками НДФЛ признаются физлица, налоговые резиденты по всей сумме полученных доходов в России и из-за рубежа и налоговые резиденты только по доходам, полученным в России. Оперативный штаб Якутии продолжает тем временем свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции от республики. В настоящее время продолжается поставка квадроциклов «Сокол» и транспортировка автотехники, переданной предприятиями и организациями, а также гуманитарных грузов и адресных посылок солдатам. Буквально на днях вернулся с очередной командировки Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, где с представителем главы Якутии в новых территориях проверили и посмотрели работу наших опорных пунктов. В ходе работы мы встретились с командованием и военнослужащими Восточного военного округа, где обсудили потребности бойцов для выполнения поставленных задач в спецоперации. В Якутске завершился 2-й республиканский антифашистский форум. В этом году работа форума развернулась на нескольких площадках. Проходили встречи, круглые столы, выставки и заседания общественности. Итоговым мероприятием стало пленарное заседание, на котором была принята резолюция о дальнейшей работе в сфере противостояния фашистской идеологии. Подробнее расскажем в следующем сюжете.
В далеком 1942 году, когда наша страна бросала все силы на борьбу с фашистскими захватчиками, в Якутске прошел народный антифашистский митинг. В память об этом событии уже во второй раз в столице проходит республиканский антифашистский форум. Главная задача форума – сохранить историческую справедливость и напомнить всем о том, что 80 лет назад наша страна уже победила фашизм и спустя десятилетия вновь противостоит коричневой чуме. Когда союзная республика Украина сегодня превратилась в фашистскую республику. И именно сегодня от нашей страны, на самом деле, опять, как всегда, зависит будущее мира. Будет ли мир дальше жить спокойно, будут ли будущие поколения людей во всем мире жить в уважении друг к другу, зависит сегодня от наших воинов, от наших вооруженных сил и от нашей работы здесь в тылу. И я считаю, что с этой точки зрения вот как раз проведение здесь у нас в Якутске антифашистского форума, оно абсолютно оправдано. В прошлом году антифашистский форум посетили множество высоких гостей из разных регионов страны, в том числе и представители новых российских территорий. В этом же году одним из главных гостей форума стал генерал-лейтенант российской армии, заместитель командующего Восточного военного округа по военно-политической работе, начальник военно-политического управления Роман Греков. Роман Борисович с первых дней специальной операции находится в тесном контакте с руководством республики. И поэтому высказал предложение следующий, третий республиканский антифашистский форум провести совместно с командованием Восточного военного округа. Якутия в зоне специальной военной операции согрела своим теплом всех. Это действительно так. И принимает самые решительные меры, самые решительные шаги в том, чтобы все потребности военнослужащего были удовлетворены. Айсен Сергеевич и члены правительства, и его администрация – это постоянные наши гости, но мы их гостями не считаем. Они также участники специальной военной операции, и по достоинству такая награда украшает их биографию. Многие участники первого и второго форума отмечают, что мероприятие уже вышло за рамки республиканского. Внимание к нему со стороны федеральных властей и со стороны командования вооруженных сил говорит о нужности и важности форума. И все склоняются к тому, что антифашистский форум должен стать традиционным и стать примером для других субъектов страны по патриотическому и духовному воспитанию молодежи. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Итоги недели», мы продолжаем. На сегодняшний день в Якутии наблюдается активная фаза ледостава на реке Лени в связи с ухудшением метеорологических условий. Официально зимние ледовые переправы начнут работать с первой декады декабря. Однако на некоторых из них беспечные горожане уже сейчас переправляются на противоположную сторону берега, рискуя своей жизнью. Напомню, что безопасная толщина льда для человека 15 сантиметров, для транспортного средства до 5 тонн свыше 40. Важно помнить, что процесс ледостава еще не завершился, лед на реке не промерз до необходимой толщины. Люди, которые, к сожалению, рискуют своей жизнью, выезжают на лед. В случае выявления настоящих фактов предусмотрена административная ответственность. Например, на физических лиц это административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если это должностное лицо, то административный штраф до 50 тысяч рублей. И юридические лица штрафы могут быть до 1 миллиона рублей. На сегодня на переправе в районе Жатая в очереди на паром находится порядка сотни больших грузов. Служба спасения Якутии установила рядом с переправой передвижной спасательный пункт. Также осуществляется координация работы других служб и ведомств по обеспечению безопасности. На месте круглосуточно дежурят 4 спасателей, ну а сам передвижной спасательный пункт представляет из себя утепленную палатку, где можно обогреться. Тем временем грузовые перевозки на переправе Жатай-Техтюр продолжаются в круглосуточном режиме. Их планируется выполнять до открытия ледовых переправ. Первая на реке Лени в середине декабря откроется ледовая переправа Хатас-Павловск. Для перевозок обеспечено дежурство 2 буксиров, проведена работа по усилению плавсостава, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Семен Коркин. По его словам, со стороны Жатая скопилось около сотни машин, со стороны Техтюра также порядка сотни. С обеих сторон дежурит транспортная полиция и ГИБДД.
Грузовым перевозкам на сегодняшний день у нас заняты 2 буксира, 1 ледокол задействован и паромная баржа «Житай-1». Суда находятся в технически исправном состоянии. Если что-то, какие-то бывают моменты, то есть вот 2048 меняется с Александром Мишовым. Работа не прекращается, работаем в штатном режиме, круглосуточном, так сказать. Круглые сутки занимаемся перевозками. Готовность техники, причальных сооружений, подъездных дорог. Причальное сооружение мы всегда держим на контроле, то есть у нас задействовано также бульдозер, экскаватор, самосвалы, где-то какая-то мы сразу подсыпаем, чтобы для удобства захода машин. Также постоянно в круглосуточном режиме работает у нас автопогрузчик. То есть на этом причале сделал, машины заехали, тоже загрузился, ушел на другой берег, на другой причал, и там также поддерживает дорожное полотно, чтобы без всяких изъянов машины спокойно заходили. По экипажам судов, по усилению плавсостава будет? По судам у нас на каждом судне работает сейчас в данный момент, экипажи как есть комсостава, но дополнительно на каждое судно мы подсаживаем на период ледовой переправы. В этой обстановке дополнительно еще работают капитан-дублеры, также капитаны-наставники. Ключи от новых автобусов торжественно вручили колледжам и сельским школам республики. Какие образовательные учреждения получили новое авто и какую проблему восполнит пополнение в автопарке, знает Марфирина Алексеева. 17 школьных автобусов на общую сумму более 61 миллиона рублей марки «ПАС» и «ГАЗ» отправились в 16 районов республики. Так, новым транспортом обеспечены удаленные школы Вилюйской группы районов, Заречных, Центральных и даже самых удаленных, таких как Кобяйский, Верхоянский и Верхнеколымский улусы. Если раньше из-за отсутствия школьного авто порой приходилось отказываться от участия в образовательных мероприятиях, отныне такой проблемы не будет. Мы даже отказывались, потому что это было очень накладно на бюджет школы. Да, острая нехватка была, мы заказывали такси и так далее, очень было неудобно. На новом автобусе мы собираемся возить детей на мероприятия, на улусные, на республиканские. Будем ездить между улусами. В северных районах проблема стояла острее. Гаврил Слепцов – учитель физкультуры в Сартанском наследии Верхоянского района. Их школа является самой удаленной от районного центра. Это более 420 километров. С его слов, отсутствие школьного транспорта стало причиной нераскрытия потенциала многих юных спортсменов. Особенно хорошо наши дети занимаются вольной борьбой и настольным теннисом. У нас очень много талантливых ребят, но из-за того, что у нас не было транспорта, они не могли выезжать на соревнования и не показывали свой талант. Сейчас же мы получили машину и надеемся, что результаты не заставят себя ждать. Также 2 автобуса переданы колледжам и Центру отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Всего поступило 20 автомашин, из них 5 марки «ПАС» вместимостью в 22 человека, а также «ГАЗ», 8 из которых вмещают 10 человек и 7 по 15. Все машины оборудованы северной комплектацией, адаптированные под климатические особенности Якутии. Дополнительное оборудование печкой и установлены дополнительные стекла, это толщина стекол. И как раз новые автобусы оснащены всеми новыми требованиями. Есть тахограф, спутниковое устройство GLONASS есть, и еще этот автобус оборудован дополнительными полками. Например, дети могут там хранить коньки, школьные сумки и другие принадлежности. И все сиденья оборудованы ремнем безопасности. То, что сейчас есть современно, все полностью оборудованы данные автобусы. За 4 года в Якутии осуществлена поставка 213 школьных автобусов. Обновление школьных автобусов по всей стране продолжается с 2016 года. С тех пор в Якутию прибыло 507 единиц транспорта. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. 10 ноября в России отмечается День полиции. Это праздник всех, кто носит погоны Министерства внутренних дел. Следователей, дознавателей, оперативников, участковых и, конечно же, представителей Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Накануне, в преддверии профессионального праздника Дня полиции, Министерство транспорта и дорожного хозяйства преподнесло в дар Республиканскому управлению ГИБДД 2 новых автомобиля УАЗ. Автомобильный парк ГАИ пополняется и обновляется с завидным постоянством для того, чтобы безопасность на дорогах республики повышалась год от года.
Правительство Республики Саха-Якутия, Министерство транспорта и дорожного хозяйства уделяют особое внимание безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения. И мы всегда поддерживаем и совместно сотрудничаем плодотворно. Ну и вот в связи с профессиональным праздником мы за счет Дорожного фонда республики нашим коллегам передаем ключи от 2 автомобилей УАЗ для оснащения материально-технической базы и еще более слаженной работе по безопасности дорожного движения. В столице республики продолжается возведение крупнейшего на Дальнем Востоке арктического центра эпоса и искусств. Культурные кластеры в регионе вечной мерзлоты еще не строили. По масштабному комплексу провели экскурсию для студентов архитектурного факультета СФУ. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Вокруг будущего культурного кластера около 15 тысяч квадратных метров преобразуется в благоустроенное общественное пространство. Здесь будут созданы прогулочные зоны. Ну а центральным объектом кластера станет Ураса, металлоконструкцию которой в настоящее время возводят. Студенты архитектурного факультета СФУ остались под приятным впечатлением от масштабного сооружения. Но он очень большой, масштабный проект. Очень понравилась экскурсия. Мне никогда не была до этого на стройках. Очень хорошее здание для именно развития Якутска. Потому что такие большие здания заставляют стремиться нас к большим. Это большой опыт для нас, как для студентов. Ну, что-то такое я бы хотел в будущем спроектировать. Прям огромное желание появилось. Более 300 рабочих и 12 единиц крупной техники привлечены к возведению арктического центра эпоса и искусств. Полностью завершены монолитные работы и возведен фасад. На стадии завершения работы по кровле и тепловому контуру. Продолжаются отделочные работы и по инженерным сетям. Здание очень уникальное не только для России, но вообще в целом для мировой строительной индустрии. То есть здесь применены такие решения, которые будущим инженерам, будущим строителям очень важно понимать, и особенно в том виде, когда они еще не закрыты отделочными материалами, а вот непосредственно вживую. В настоящее время степень готовности составляет порядка 70%. Уже в следующем году якутский кластер будет введен в эксплуатацию. Он станет центром единой системы по сохранению эпического наследия народов Якутии, специализированной площадкой для творческих коллективов всех улусов и городов республики. Данный объект получается у нас по дизайну очень красивый, получается по национальным культурам, поэтому все эстетические моменты по дизайну проекту как бы сложноваты, но мы все силы на это бросили, и как бы у нас все получается. Ну, сроки успеваем, да, в следующем году. Задача 4-й квартал у нас стоит. Арктический центр эпоса и искусств станет одним из крупнейших культурных центров всей России. Общая площадь составит 33 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся Государственная филармония, театр Олонхо и Саха-академический театр. Общая вместительность зрительных залов составит более 1500 мест. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. В Якутске открыли центр иммунологии и аллергологии педиатрического центра республиканской больницы номер 1. Он станет важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры региона. В отделении аллергологии и иммунологии ежегодно регистрируется более 5000 пациентов. Здесь оказывают помощь пациентам с аллергическими заболеваниями и другими болезнями. В отделении проводится аллергологическая, иммунологическая диагностика и клиническая интерпретация данных иммунограммы. Открытие центра иммунологии и аллергологии с аллергодерматозами педиатрического центра обеспечит еще более качественную медицинскую помощь. Мы смогли в центре объединить именно мультидисциплинарную команду. Это не только врачи-аллергологи, это врачи-иммунологи, гастроэнтерологи, пульмонологи. И в рамках этого центра также будет проведена большая научная работа совместно с нашим университетом, с ведущей кафедрой педиатрии медицинского института. И наш центр будет развиваться и идти ногу со временем. В Якутии отмечают еще одну юбилейную дату – 75 лет со дня основания Якутского научного центра Сибирского отделения РАН. В рамках этого ведущие деятели научного сообщества провели пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов.
К юбилейной дате до конца этого года запланирована насыщенная программа. Среди прочих состоится 3-й федеральный форум «Цифровой алмаз», участие в рамках которого примут порядка 2000 человек из 70 регионов страны. Напомню, центр был основан в 1949 году как филиал Академии наук СССР. Тогда это было одно из первых научных учреждений на севере, а сейчас это крупнейшее научное учреждение на северо-востоке страны. Конференции, это встреча с ветеранами, это цифровой алмаз, там будет Форсайт-Сити. Цифровой алмаз, если знаете, это федеральный форум, который проводится Алексеем Сергеевичем Николаевым под его патронатом, под мощным руководством нашего правительства республики. И приезжает много федеральных участников, и в том числе федеральные министры. Ну и потом будет, наверное, через некоторое время приезд министра науки и высшего образования Фалькова. Он приедет на обсуждение межвузовского кампуса, который сейчас тоже республика активно развивает концепцию. Мы тоже там в какой-то мере участвуем. И это все, как бы, если так, соединилось, сконцентрировалось в осенний период. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации электроприборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем. Таковы основные причины, которые приводят к возгораниям. Сотрудники МЧС ведут с гражданами активную профилактическую работу. Особое внимание уделяется местам с массовым скоплением людей. Один из последних визитов был сделан в клуб поселка Ленинского. Подробности в материале наших алданских коллег. Уходящая рабочая неделя для коллектива культурно-спортивного комплекса Ленинского стала напряженной. Сотрудники готовились к ночи искусств. Проекты и акции масштабного события будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Мы будем плести сети, готовить свечи. В зрительном зале на сцене пройдет «Женщина и война», спектакль. К приему гостей и проведению массовых мероприятий культурно-спортивный комплекс готов. Это подтвердил профилактический визит представителя МЧС. Специалист надзорного отдела оценил потенциальные риски и осмотрел приспособления для тушения пожаров. Данные мероприятия направлены на предотвращение именно обязательных нарушений требований пожарной безопасности. Нарушения не то чтобы постоянно выявляются, они ежегодно проводятся мероприятия. Мы их выявляем, и если есть какие-то недочеты, люди стараются в кратчайшие сроки это все устранять. Профилактические визиты сотрудники МЧС совершают регулярно. Местам с массовым пребыванием граждан, в том числе учреждениям культуры, уделяется особое внимание. На базе культурно-спортивного комплекса Ленинского работают порядка 1,5 десятков коллективов. И, по словам директора, безопасность остается в приоритете. Сначала мы создали план. План напечатали, разослали по всем организациям, МЧС, в полицию, в пожарную охрану. В ходе визита сотрудник МЧС ознакомился с ведением документации и проконсультировал руководство учреждения по некоторым вопросам. По результатам профилактического визита серьезных нарушений обнаружено не было. Некоторые недочеты должны быть устранены в рабочем порядке. В свою очередь, спасатели напоминают всем о необходимости соблюдения мер безопасности. По состоянию на 29 октября 2024 года на территории Алданского района произошло 93 пожара. За аналогичный период прошлого года 96 пожаров. Погибших при пожаре 2 человека, также 2 травмированных. Прямой материальный ущерб от пожара в 2024 году составляет 38 миллионов 935 тысяч. В зимний период число пожаров традиционно увеличивается. Основной их процент приходится на жилой сектор. Ведущими причинами остаются неосторожное обращение с огнем, неисправные электросети, а также нарушение правил при эксплуатации бытовых приборов и печей. Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверять и ремонтировать. Дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
Не следует забывать и о том, что ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, особенно те, которые не эксплуатируются постоянно. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам устанавливать в квартирах и домах автоматические дымовые пожарные извещатели. С 2016 года в Алданском районе установлено около 2000 АДПИ. С марта 2023 года администрациями муниципальных образований ведется работа по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями отдельных категорий граждан, таких как многодетные семьи, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Автоматический дымовой пожарный извещатель в эксплуатации довольно прост. Он не требует особого ухода. При возникновении задымления устройство издает звуковой сигнал, что позволит своевременно обнаружить чрезвычайную ситуацию и принять меры. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район, поселок Ленинский. Алекминск первым в Якутии внедрит туристический налог. Его будут обязаны выплачивать все гости, которые проживают в гостиницах Алекминска, включая командированных сотрудников предприятий недропользователей. С подробностями Елена Фаст. В следующем году Алекминск отметит круглую дату 380-летия со дня основания. В городе и районе есть что показать и чем гордиться, а с 1 января гордость планирует подкрепиться материально. Настоящий алекминчанин очень любит свой город Алекминск, свой родной Алекминский район. Он замечает все минусы и недостатки, но при этом всегда будет отстаивать красоту родного края перед любым. Буквально недавно решено ввести туристический налог. И с 1 января 2025 года это должно начать работать. Мы решили узнать, как это будет на деле. Действительно, именно такое решение было принято депутатами города на сессии городского совета. Одним из первых было принято решение о введении туристического налога на территории города Алекминска. Связано это в первую очередь с большим потоком работников нефтяной и газовой индустрии, приезжающих в наш город. Соответственно, с этим мы можем дать дополнительное финансирование в наш бюджет, что, естественно, принесет нам только увеличение в бюджете. Как это будет работать? Что такое туристический налог? Это те, кто приезжают, заселяются в гостиницу, будут оплачивать 1% от стоимости номера в сутки, либо минимальная сумма – это 100 рублей. В дальнейшем, по итогу года, владелец гостиницы будет сдавать налоговую декларацию, и финансирование будет определяться через налоговую в бюджет муниципального образования города Алекминска. Поскольку Алекминск первый, кто принял такое решение, он первый столкнулся и с тем, что такой налог может коснуться сельских жителей своего района. Вот этот вопрос тоже сейчас прорабатываем совместно с налоговой, совместно с Министерством финансов в части того, чтобы под этот налог не попадали жители с пропиской в Алекминском районе. Не только в городе Алекминске, но и во всем Алекминском районе. Мы понимаем, что сюда приезжает очень много деревень, и в больницу, и по документам занимаются, да, и паспортный стол и так далее. Поэтому, конечно же, вот этот вопрос мы на повестку ставим и будем дальше прорабатывать. Да, Алекминск не туристическая Мекка, но на улицах все больше незнакомых лиц. Собственно, это еще и предложение посмотреть на город не только глазами вахтовика, но и гостя. В рамках разработанного по указу главы республики мастер-плана города Алекминска до 2032 года непосредственно на территории города Алекминска планируем с частными инвесторами обустройство 2 таких локальных туристических зон для отдыха. Да. Кроме того, мы знаем, что у нас в целом Алекминский район богат на природу, богат на различные туристические кластеры. Есть у нас и туристические базы по нашим малым рекам, есть также Алекминский заповедник, да, и мы видим, что интерес к Алекме все больше и больше растет. Мы видим, как даже взять наш аэропорт, который всегда наполняется, да, гостями нашего города, поэтому думаю, в том числе и введение этого туристического налога нам позволит еще больше создать интересную инфраструктуру и привлекать в наш город и туристов, и командировочных, и, соответственно, инвестиций для развития нашего города. Елена Фаст, Ксим Копылов, Алекминск.
Столица Южной Якутии Нерюнгри отметил свой 49-й день рождения. Город основан в 1975 году. Начиналось поселение с палаток, балков и щитовых общежитий. Сегодня Нерюнгри – современный город с кварталами многоэтажных домов и развитой инфраструктурой, продолжат наши коллеги. Нерюнгри – второй по величине город в Якутии и настоящее промышленное сердце республики. Это заслуга общественных деятелей, политических лиц и, конечно, людей труда и первостроителей. Хочется в первую очередь поблагодарить наших первостроителей за то, что в те суровые времена, в ту суровую погоду, буквально на палатки, на балки вы приехали в этот край, который стал сегодня вам родным, когда вы со своим энтузиазмом строили наш замечательный, светлый, такой красивый город Нерюнгри. В праздничный день прошли традиционные возложения цветов памятнику первостроителям, памятнику каюрам, внесшим неоценимый вклад в помощь при геологоразведке полезных ископаемых, и памятнику Гавриилу Чиряеву, благодаря которому маленький поселок в Якутской тайге был преобразован в город республиканского значения. Его именем назван парк имени Чиряева. Мы благодарим его за вклад во всю Южную Якутию. Сегодня действительно тот день, когда мы вспоминаем тех великих отцов нашей Республики Саха-Якутия, которые дали возможность развиваться нашему городу и району. С праздником, с Днем города, с Днем района! Именно люди, местные жители, самая большая гордость Нерюнгринского района и всей Южной Якутии. Люди у нас активные, у нас очень много людей коренного населения, того, которые здесь выросли, которые видели, как это было. Сейчас люди задают такой тон, который раньше не было. Мы занимаемся таким моментом благоустройства, созданием тротуаров в тех местах, которых не было никогда. Когда проектировался город в Советском Союзе, конечно, никто не думал, что Нерюнгри будет такой развитый, такой красивый. Сегодня, накануне, уже на пороге 50-летия города, через год мы будем отмечать большой юбилей, люди с очень позитивным настроением смотрят в будущее. Нерюнгри – город, где зарождаются мечты и воплощаются самые смелые идеи. В нем живет сила духа и стойкости, ведь жители знают цену труду и умеют радоваться каждому дню. У нерюнгринцев множество идей, которые они воплощают в жизнь. Так, ко дню города был реализован социальный проект творческой мастерской Неру Резка и специализированного детского дома поселка Серебряный Бор. Ребята внесли свою лепту в производство сувенирных магнитиков, а именно нарисовали рисунки, посвященные городу Нерюнгри. Ребята, когда услышали об сотрудничестве с мастерской, непосредственно мы их привезли сюда, посмотрели, они были в восторге, отнеслись, восприняли эту идею на ура. После этого были организованы экскурсии по нашему замечательному городу. Ребята выбирали места, которые бы они хотели зарисовать, чтобы именно их рисунок попал на магнитик. И принялись делать свои замечательные эксклюзивные рисунки, я бы так сказала. Ну и сейчас с нетерпением ждут результатов. Творческой мастерской Неру Резко был разработан оригинальный эскиз сувенирных магнитиков, отсканированы и обработаны рисунки детей и запущен процесс производства. Вот это оригиналы рисунков ребят. И вот здесь получилось 10 прекрасных магнитов. Как раз вот это приурочено году детства, который проходит в Республике Саха-Якутия в 2024 году. Проект полностью благотворительный, но мы сразу же договорились, что на этом мы не закончим сотрудничество, а в дальнейшем у нас еще есть несколько идей, которые мы совместно воплотим. В день 49-й годовщины Нерюнгринского района и города Нерюнгри в Театре кукол прошло торжественное собрание и большой праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы города и района. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем.
Москве состоялся форум «Деловой России» Ассоциации инновационных регионов страны «Технологическое лидерство». Его участниками стали представители бизнеса, науки и государственной власти. Вместе они обсуждали вопросы взаимодействия для инновационного и технологического развития регионов. Подробности знает Айсена Бурнашова. Пленарное заседание – главное событие форума. Более 200 участников из 20 регионов страны обсуждали, как расширить взаимодействие между государством и бизнесом в области инновационного развития регионов. Открывая форум, спикеры напомнили, к 2030 году войти в десятку мировых научных держав. Задача, поставленная президентом страны, на повестке и вопросы технологического лидерства. Задача, поставлена президентом, утверждение национальные цели до 30 года. Наша задача — вхождение в десятку ведущих мировых научных держав. Вектор дискуссии задали федеральные спикеры. Так, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в качестве базовых задач обозначил опережающую подготовку кадров и создание наукоемких технологий. А чтобы усовершенствовать инженерное образование, как одного из ведущих в реализации научно-технических проектов, подготовили целый перечень мер, среди которых образовательный кредит. Образовательный кредит преимущественно давать и кредитовать тех, кто планирует поступать на инженерные специальности и направления в будущем, начиная с 2025 года. Там очень привлекательные условия кредита на время обучения, чтобы вы понимали, там чуть больше 200 рублей ежемесячный платеж, и само тело, проценты и тело кредита можно еще 15 лет после окончания вуза выплачивать. Важное отличие этого форума – открытый диалог. Участники в режиме свободного микрофона могли задать волнующие их вопросы или предложить сотрудничество. Крупный маркетплейс электронной коммерции готов делиться 20-летним опытом с регионами. Именно поэтому мы создали в рамках «Деловой России» отдельный комитет, назвали его «Комитет цифровых платформ», и будем рады сотрудничать и взаимодействовать со всеми представителями «Деловой России». Один известный маркетплейс сегодня с нами договорился о том, что мы на конгрессе молодых ученых попробуем создать совместно, либо с помощью их инфраструктуры собственной и экосистемы, либо что-то сделаем общее. Это маркетплейс технологий. Просто хотим посмотреть, изучить подходы к этой идее, насколько она жизнеспособна. О необходимости наращивать отечественные высокотехнологичные товары и услуги, создавать собственные линейки разработок. Об этом тоже говорили на форуме. Якутия, как регион с крупными инвестиционными проектами, лидер IT-сектора, смело смотрит в будущее. Обсуждали вопросы, связанные как раз с технологическим лидерством, в том числе связанные как раз и с подготовкой трудовых ресурсов, связанных с инновационным развитием, связанных с поддержкой тех или иных инновационных проектов, особенно сегодня в условиях высокой ключевой ставки. Делились своими мнениями, своими подходами. Уверен, что были услышаны, и в последующем результаты нашей сегодняшней встречи в том числе будут использоваться органами федеральной власти при выработке мер уже на федеральном уровне. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Якутские моржи провели экстремальный заплыв в рамках второго республиканского соревнования по зимнему плаванию на открытой воде. Специально для этого на городском пляже была вырублена прорубь длиной в 12,5 метров и шириной в 6. Соревнования прошли в 2 этапа, заплывы на 25 и 50 метров. Всего приняли участие 4 женщины и 13 мужчин, которых поделили на 4 возрастные группы. Это мы проводим второй год. Как мы стали Федерацией зимнего плавания Республики Саха-Якутия, мы второй раз проводим как раз зимнее плавание в проруби. Хотелось бы поблагодарить Управление массового спорта Якутска и ледовый северное сияние, которые помогли нам прорубь подготовить. С 28 ноября по 2 декабря в Бишкеке, в столице Кыргызской республики, пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу. Сильнейшие спортсмены после отборочных соревнований приедут на главный старт года. Среди них и сборная Монголии. Масс-рестлинг в Монголии развивается более 10 лет. У спортсменов есть хорошие данные для того, чтобы завоевать призовые места. Для лучшей подготовки монгольские масс-рестлеры организовали учебно-тренировочные сборы в Якутске. Монголы сами по себе физически крепкие, потому что все занимаются национальной борьбой.
У нас вот почти все спортсмены это ребята из национальной борьбы Бух-Баралдан, поэтому они физически все развитые, но все замечают, что вот тренировки именно масс-рестлинга намного отличаются, и поэтому им и интересно заниматься нашим видом спорта. В Якутске выявляют лучшие молодежные команды по футзалу. На паркете Дворца спорта 50 лет победы стартовал Кубок Министерства спорта. В борьбу за медали традиционного турнира вступили 11 сборных команд районов и учебных заведений. Соревнования стартовали с группового этапа, по итогам которого команды с наибольшим числом очков продолжат борьбу за медали в плей-офф. Участие в турнире принимают победители и призеры республиканских и всероссийских соревнований, участники «Гордите Азии» и игроки клуба «Заря». Матчи на вылет начались в субботу со стадии 1/4 финала, ну а решающий матч за Кубок Министерства состоится уже сегодня. Команды подравнялись все немножко. Сейчас уровень футзала вырос очень сильно в республике. В залы невозможно попасть. Ну и радует, что команд с каждым годом все больше и больше и больше и больше становится. И ребята занимаются спортом и физической культурой. Нигде не слоняются, нигде ничем вредными привычками не занимаются спортом. Так что все хорошо. Движемся в правильном направлении. В Ленске впервые прошел турнир на Кубок главы города по русскому бильярду «Свободная пирамида». 9 участников, представители команды ленских предприятий, также были представители поселка Северная Нюя и Дорожный. Турнир собрал настоящих любителей этого вида спорта, которые показали игру достаточно высокого уровня. Призеры турнира, которые заняли первые, вторые и третьи места, были награждены кубками, денежными сертификатами и дипломами, что стало отличным стимулом для дальнейшего развития игры и популяризации русского бильярда. Такие соревнования теперь станут ежегодными. Есть участники из поселений, Мурбайский наследник, это Северная Нюя, село Дорожный. Есть представители предприятий, Алмаз-Дуртранс, которые помогли нам это мероприятие организовать, за что огромное спасибо и профсоюзу, и руководству Алмаз-Дуртранс. Муниципальное учреждение «Гранит» есть 2 участника, так что география очень большая, со всего, оказывается, с поселения района в том числе. Мероприятие будем проводить, само собой, ежегодно, приурачивать к этому празднику Дню народного единства. В Якутске устанавливают главный символ Нового года – елку. На площади Орджоникидзе начались работы по возведению конструкции. Как сообщили в мэрии, в этом году у площади будет новое зимнее оформление. Подробности о начале установки знает Тимур Колмогоров. Высота новогодней конструкции составит не менее 20 метров. Новая елка сохранит свой национальный колорит. Ее украсит скачущий северный олень, а вокруг дерева переплетутся узоры. Кроме того, в этом году на ее верхушке разместится круглый орнамент в виде якутского оберега Бейс-Харах. Площадь также претерпит изменения. На ней будет представлена экспозиция ледяных скульптур, выполненных в якутском стиле, а зимний световой фонтан приобретет форму якутской чаши – КТЯ. Елка будет возводиться в 2 этапа. Первый этап у нас – это возведение 7-ярусной конструкции самой елки. Первым этапом, а вторым этапом это уже непосредственно само украшение. То есть будут установлено специальное покрытие, на которое будут навешиваться световые конструкции. Вокруг елки будет установлен красивый ледовый барьер, который будет служить дополнительным украшением самой елки. Та же самая бригада у нас приступит к сборке второго элемента украшения. Ну а жители и гости столицы с нетерпением ждут, когда площадь преобразится. Я в этом психотеатре работаю около 66-го года. И рада очень, как дети радуемся, когда начинают елку ставить. Новый год уже скоро, а на каждый раз она красивее и красивее. Так что душа радуется. Красивая будет. Скоро поставят, наверное, уже. Народу, наверное, много будет гулять тут. Это, конечно, очень хорошо, что ставят елки, чтобы люди чувствовали праздник. Я только за. Очень хорошо, что каждый год какие-то новинки. По словам работников Горсвета, на установку искусственной елки потребуется порядка 2 недель. Зажжение первой новогодней елки страны состоится 1 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем».
Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.